Сегодня я хочу поговорить о том, как институциональные решения определяют судьбу страны. Мы часто обсуждаем ресурсы, географию, политику, но редко говорим о фундаменте, который стоит под всем этим. А фундаменты эти – это институты. И один из самых важных институтов – это частная собственность. Сегодня я покажу вам, как один единственный институт мог изменить траекторию развития Туркменистана и как альтернативная модель, не фантазия, а логически возможный путь, могли бы привести страну к совершенно другому будущему. Начнем с того, что есть сегодня. Туркменистан обладает огромным потенциалом. Плодородные земли, климат, вода, география, человеческий капитал. Но институциональная модель ограничивает этот потенциал. Есть несколько ключевых проблем. Земля не находится в частной собственности. Агросектор остается низкопроизводительным. Экспорт контролируется государством. Молодежь массово уезжает. Экономика зависит от сырья. Отсутствует сильный средний класс. Это не вопрос ресурсов. Это вопрос институтов. Почему же собственность является ключевым институтом? Частная собственность – это не просто юридический статус. Это механизм, который запускает экономику. Когда человек владеет землей, он инвестирует, берет кредиты, планирует на 20-30 лет вперед, создает межпоколенческое богатство, формирует ответственность. Собственность – это капитал. Капитал – это инвестиции. Инвестиции – это рост. Рост – это сильный средний класс. Сильный средний класс – это стабильность. Мы видим это в Польше, в Грузии, в Турции, в Казахстане. Там, где собственность защищена, там развивается агросектор, переработка, экспорт, предпринимательство. Давайте теперь представим, что было бы, если бы Туркменистан ввел частную собственность на землю в 1991 году. Давайте посмотрим по периодам. Период с 1991 по 2000 год появляются фермерские хозяйства. Люди начинают инвестировать в землю, возникают первые кооперативы. Период с 2000 по 2010 года появляется переработка, сушильные цеха, упаковка, бренды. Экспорт идет в Россию, Турцию, Иран, Китай. Период с 2010 по 2025 год молодежь возвращается, диаспора инвестирует, формируется средний класс. Страна становится аграрно-экспортным хабом региона. Это не фантазия, это логика институционального развития. Давайте посмотрим сценарии к 2050 году. Мы выделили 3 возможных сценария. Первый – инерционный сценарий. Это стагнация, это отток населения, это сырьевая зависимость. Реформаторский сценарий – это частичная приватизация, это рост малого бизнеса, это умеренный экспорт. Альтернативный сценарий – это аграрный хаб региона, это сильный средний класс, это возвращение диаспоры и устойчивый рост. Будущее – это не судьба, это выбор. Чтобы показать человеческую сторону реформ, мы создали художественный образ альтернативной Туркмении. Представьте Марийскую долину. Виноградники тянутся до горизонта. Кооператив «Акюл» экспортирует виноград, дыни, гранаты. На коробках бренд «Мари Голд». В Лебабе женские кооперативы. Они производят пастилу, варенье, сухофрукты. Первая партия уходит в Дубай. В Дашогузе – ореховые рощи. Старики говорят, мы сажаем деревья, под тенью которых будут сидеть наши внуки. Молодежь возвращается из Турции, Европы, России. Они привозят знания, технологии, маркетинг. Земля – это не аренда,
это наследие, это капитал, это будущее. Чтобы страна двигалась по альтернативной траектории, нужны 5 шагов. Первое – это нужно ввести частную собственность на землю. Второе – создать кооперативы. Третье – развивать переработку. Четвертое – поддерживать экспорт. Пятое – запустить программу возвращения молодежи. Это не революция, это институциональная модернизация. И главное, институты формируют судьбу страны. Собственность формирует свободу. Свобода формирует будущее. Туркменистан мог бы быть другим и может стать другим.